Лучшие специалисты республики собрались, чтобы обсудить проблемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Заложенный бюджет в нынешнем году планируется потратить на то, чтобы улучшить лекарственное обеспечение. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с 2003 по 2013 годы в Северной Осетии снизилась на 19%. Однако эти цифры не успокаивают. На сегодняшний день у каждого 13-го россиянина нездоровое сердце. Специалисты призывают жителей республики вести здоровый образ жизни и обязательно проходить профилактические осмотры. Ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Даже в Москве и Московской области, по данным Минздрава Московской области, только при принятии антитабачного закона позволило сократить курение, в том числе у школьников, чуть ли не на 10% и на 5 или на 7% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Институт повышения квалификации отпраздновал 75-летие. Сотрудников в торжественной обстановке поздравили заместитель председателя правительства Рустем Келихсаев и министр образования Алан Огоев. Отличившимся работникам вручили государственные награды. К поздравлениям присоединились также гости из соседних республик и областей. На праздничном концерте зрители попробовали себя в роли учеников. В режиме реального времени им задавали вопросы, на которые они старались отвечать креативно. Мы хотим показать на сцене те новые, современные, активные, интерактивные методы, формы работы на сегодняшний день с нашими педагогами. Это те формы, которые ведут к повышению качества образования в нашей республике. 3 новых спортивных зала и 1 детский сад открыты в Северной Осетии. Долгожданное событие особенно порадовало жителей селения Толцкун. Именно там, на базе сельской школы, и был открыт новый садик. 2 группы, младшую и старшую, будут посещать 40 малышей от 2 до 6 лет. Ключ от нового детского сада директору школы вручил министр образования и науки Алан Огоев. Там же, на базе школы, теперь функционирует оснащенный всем необходимым инвентарем спортивный зал. Еще 2 подобных объекта были открыты после капитального ремонта в селениях Коста и Майрамадак. Теперь дети смогут посещать секции вольной борьбы, баскетбола, волейбола, мини-футбола и даже настольного тенниса. В будущем планируется проведение занятий и для учителей. Первое внимание, которое мы уделяли капитальному ремонту спортивных залов и приобретению оборудования, это было в рамках модернизации системы общего образования в 2011-2013 годах. 2014 год стал продолжением именно с точки зрения концентрации внимания к сельской школе, проблемам сельской школы. И я хочу отметить, что благодаря этой программе, благодаря этому проекту «Единой России», мы смогли в этом году оснастить, в 2014 году оснастить 12 спортивных залов современным оборудованием. 10 спортивных залов в нашей республике в сельской местности были, соответственно, капитально отремонтированы. В условиях кризиса сохранение работы для людей становится делом жизненно важным. Государство принимает меры, направленные на сохранение стабильности на рынке труда. В этой связи представители Республиканского комитета занятости встретились с работодателями. По словам руководителя ведомства Ларисы Каболовой, массовые сокращения в Северной Осетии пока не стали нормой. Зарегистрировано порядка 400 человек, ушедших в отпуск без содержания. Но цифра не окончательная, вполне возможно, она достигнет 1000. Федеральное правительство предлагает содействие по 4 направлениям. Они могут выделить деньги на обеспечение временной работы тех, кого отправили в отпуск без содержания. Правда, сумма предлагаемой зарплаты равна прожиточному минимуму – 7800 рублей. Согласятся ли квалифицированные сотрудники работать за такие деньги? Никто не может сказать точно, но это пока единственное предложение. Комитет по занятости в рамках программы также может оплатить стажировку или переподготовку сотрудников. Помогать будут и молодым предпринимателям, работающим в социальной сфере. Им обещают выдавать гранты. И, наконец, содействие в трудоустройстве инвалидов. Сохранение их мест, а также создание новых тоже берет на себя государство. В течение месяца Северная Осетия должна разработать свою программу. Если ее одобрят федеральные власти, республика получит необходимые деньги. Что греха таить, это в настоящее время это не зарплата, не деньги при таком резком скачке цен. И неимоверно растут цены, вы знаете, все буквально цены. Поэтому, но вместо того, чтобы вообще без средств существования люди были, все-таки какая-то помощь есть, неплохая. Конечно, небольшая сумма, но во всяком случае каким-то образом, будем думать, чтобы сохранить коллектив, используя вот эту вот оплату. Я думаю, это все-таки есть помощь в этом.
На горнолыжных трассах Цейского ущелья в дни зимних каникул тренируются юные спасатели. На склонах можно встретить как опытных спортсменов, так и новичков. Учения проходят под бдительным присмотром старших спасателей МЧС. В программе знакомство с лыжным снаряжением, скоростные спуски, трюки и прыжки с трамплина. Большинство ребят встали на лыжи впервые. По словам членов поисково-спасательного отряда, работа в горах значительно отличается от той, что они привыкли выполнять на равнине. Благодаря таким мастер-классам сотрудники МЧС прививают молодому поколению чувство патриотизма и желание помогать в трудную минуту. Мы, будущие спасатели, и горная подготовка для этого необходима. Поэтому мы приехали сегодня сюда, чтобы научиться кататься, стоять на лыжах. Все получалось, но некоторые моменты были не совсем хорошими, и мы падали. В Доме книги прошла презентация сборника стихов Анны Гацоевой «Осенняя симфония». В небольшом зале литературной гостиной собрались ее друзья и близкие. Женская поэзия Анны Гацоевой трогает сердце. Свое первое стихотворение она написала в порыве боли после смерти любимого брата, но основная тема творчества Анны – любовь, нежная и трогательная. Поэтесса не только сочиняет стихи на русском и остинском, но и сотрудничает со звездами местной эстрады. Встретилась с Римой Царикаевой. Просто работала в магазине по соседству с ее домом, она приходила в магазин, и вот это вот как бы пару месяцев, вот как я ее знала. Потом я уехала в Москву, возвратилась лет через 5 и случайно увидела, как она пела. И мне почему-то захотелось вот именно встретиться с ней и дать пару текстов. Вот. Встреча произошла, я ей принесла то, что принесла. Вот. И потом она мне позвонила и сказала, что она меня познакомит с Анжелой Дженикаевой, которая поможет мне вот в издании книги. Персональная выставка молодого художника Георгия Плиева открылась в Национальной научной библиотеке. Название экспозиции «Путь к свету» было выбрано по одноименной картине. За 3 года кропотливой работы Георгий написал более 90 картин. Он с благодарностью говорит о своих учителях и всех, кто помог в организации выставки. После окончания художественного училища Георгий собирается продолжить обучение в Санкт-Петербурге. В основном мне очень близка библейская тема. Я считаю, что это извечная тема, и что по Библию нужно не только знать, что она существует, но и жить по ее законам, чтобы оставаться людьми. И библейская тема, нардский эпос, национальная тема, мифологию очень сильно люблю. То есть стараюсь не уходить в какой-то один жанр или стиль какой-то, а развиваться все-таки.